Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Дарю победу Кайнару». Сегодня дарит свою победу кружок мастерицы, отдел технического творчества образовательно-досугового комплекса «Кайнар». Ставшими победителями в международном многожанровом конкурсе дружат народы нашей страны. У нас в студии руководитель кружка мастерицы Файзрахманова Фаруза Галимжановна и ее воспитанницы Будрик Валерия и Лагвиненко Виктория. Здравствуйте, Фаруза Галимжановна. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в ваших занятиях? На моих занятиях мы занимаемся декоративно-прикладным творчеством, где мы работаем с разными видами техник. Это канзаши, никография, мозаика, бросовый материал. Из бросового материала мы работаем с пластиковыми бутылками. Из пластиковых бутылок мы делаем разные красивые подделочки. Также мы работаем с бросового материала, это как газета. Из газеты мы делаем трубочки и плетем шкатулочки, вазы. После этого мы их прокрашиваем. И получаются очень красивые подделки. Детям очень нравится. Расскажите, пожалуйста, много ли уходит времени, чтобы научить детей элементарным навыкам изготовления изделий? Изготовление изделий в зависимости от сложности картины. Уходит время примерно 2 дня, 4 дня, бывает даже и неделю. Фаруза Галимжановна, расскажите, пожалуйста, сколько детей участвовало с вашего кружка в этом международном конкурсе? В международном конкурсе у меня с моего кружка участвовало 3 детей. Это Данияр, он занял 1 место. Валерия, она заняла 1 место. И Виктория, она заняла 2 место. Спасибо большое. Валерия, Виктория, добро пожаловать в нашу студию. Расскажите, пожалуйста, о своих картинах. Здравствуйте, Руслан. У меня картина называется Ботакан. Я ее делала из фетра. Называется фетрная мозаика. Мы ее обклеили, сначала вырезали, обклеивали. Это облако, вот верблюд наш. И вот он ходит. И вот это мешковина. Мы обкладывали вот тесемку золотую, потом вырезал. Я орнаменты казахские. И потом мы вырезали вот эти, потом приклеивали, потом маленькие вещи вырезали и приклеивали. Валерия, сколько ушло времени на изготовление этой картины? 2 дня. Первый раз мы все вырезали. Чтобы прикрыть эту картину, мы сначала белую бумагу взяли, ее приклеили, потом вот мешковиной обклеили. Потом на следующий день мы все вырезали. И потом вместе клеили. И мы вот клеили, даже маленькие детальки вырезали. Виктория, расскажи, пожалуйста, о своей картине. Здравствуйте, Руслан. Моя картина изображена в технике ниткография, называется кумара. На ней изображено 2 кувшина в национальном стиле, также казахский национальный узор. Виктория, а сколько ушло времени на твою картину? На мою картину ушло 4 занятия. На 1 занятии мы выкладывали фон и начинали выкладывать солнце. На остальных занятиях мы выкладывали узоры и национальные кувшины. Валерия, помимо этого конкурса, ты где-нибудь еще участвовала? Да, я участвовала в Павлодаре международным конкурсом. Я делала ежиков из джута и кофе. Какое ты место заняла? Гран-при. Молодец, Валерия. Еще в этом конкурсе, 2-й конкурс, я делала картину вот эту. А мы к 3-му конкурсу подготавливаемся, делаем лебедя. Будем уже джута делать его. Виктория, а у тебя какие достижения? Я участвовала в международном конкурсе, делала картину в технике валяния под названием «Панда» и заняла 2 место. В этом конкурсе я также заняла 2 место. Виктория, Валерия, Фаруза Галимжановна, спасибо большое, что пришли в нашу студию и поделились своими достижениями. Спасибо, Руслан, и медиа-центру. Сейчас мы готовимся к очередному конкурсу, международному конкурсу. И дальнейшие наши победы мы будем дарить Кайнару. И на этом мы заканчиваем нашу программу. Спасибо всем. Берегите себя и своих близких. С вами был Оспан Руслан.